В Ингушетии в эту субботу пройдет масштабное республиканское мероприятие, приуроченное к Году защитника Отечества, 80-летию Великой Победы, а также 255-летию единения Ингушетии с Россией. Об этом рассказал глава региона Махмуд Али Калиматов. С патриотической и культурной программой «Живи, страна», реализуемой при содействии Министерства обороны России, в Ингушетию приедут известные артисты. Глава отметил, что эти даты отражают важность национального единства и патриотизма для всех жителей страны. Министерство внутренних дел по Ингушетии опровергло информацию о том, что в ведомстве, в том числе у министра, прошли обыски в связи с хищением средств. В ведомстве призывают журналистов и пользователей социальных сетей использовать только достоверные источники и тщательно проверять соответствие действительности распространяемой информации, в том числе о деятельности органов государственной власти. Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона сообщил о якобы прошедших в МВД по Республике Ингушетия и по месту жительства 2 сотрудников полиции обысков. Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники госавтоинспекции. Дата установлена приказом министра внутренних дел страны в 2009 году. С каждым годом возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима. Помимо ужесточения штрафов и мер наказания нарушителей правил дорожного движения, сегодня руководством и сотрудниками ГИБДД проводится ряд важных мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения. Свой профессиональный праздник они получают поздравления от друзей, коллег и руководства. В первом чтении был принят законопроект, согласно которому кредитные и микрофинансовые организации, которые самостоятельно занимаются возвратом просроченной задолженности, будут отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов об этой деятельности. Мера затронет 350 банков и более 900 микрофинансовых организаций. Порядок, форму и сроки направления такого отчета определит ФССП. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это усилит государственный надзор за данными организациями. Инфляция в России на неделе с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04 недели ранее. В годовом выражении значение равнялось 9,39%, сообщили в Минэкономразвития. В сегменте продовольственных товаров рост цен за неделю составил 0,06%. На продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, цены выросли на 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,01%. В сегменте наблюдаемых услуг рост цен составил 0,25. Бытовые услуги подорожали на 0,5%, услуги гостиниц стали дешевле на 0,3%, санаториев на 0,2%. 1 сентября в Ингушетии дадут старт развитию аграрного образования. Агроклассы появятся в учебных заведениях Назрани, Сунже, сельских поселениях Икажево, Далаково, Средние Очулки и Сагапши. Образовательная программа является частью нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Программа рассчитана для 6-11 классов. К 10 августа будут готовы новые учебные программы введения в аграрные профессии и планы мероприятий. Школьники будут изучать профильные предметы, проходить практику на базе ведущих аграрных предприятий и колледжей республики. В Госдуму внесли законопроект о возврате 50% скидки на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. Если инициатива будет принята, то водители смогут платить только половину от суммы штрафа при условии, что внесут деньги в течение 20 дней после того, как было вынесено постановление об административном наказании. Возможность получить 50% скидку действовала до 1 января этого года. Тогда ее снизили до 25%. Также власти повысили размеры штрафов за нарушение ПДД.